Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова находимся на рыбалке. Сегодня 14 октября. Мы под мостом в районе населенного пункта Темников. С Дмитрием будем пытаться ловить на джиг и на крупные воблеры, щуку, судачка, окуня. А что из этого получится, смотрите в этом видео. Так, ну что, ребята, я-то приехал чуть-чуть попозже, на 2 часа. Дмитрий за это время умудрился поймать, порвался он у него садок, окуньки, небольшой щурок и маленький судачок. И все поклевки были непосредственно под мостом. Вот, мы сейчас, наверное, вверх по течению будем идти и пробовать ловить возле тех коряжек. Вот, будут поклевки, будем включаться. Так, ну что, дорогие друзья, вот и первая поклевка у меня произошла. Небольшой карандашик клюнул. Как бы его... Оп. Отпускаем. Оп, убежал. Так, нас тянет ветром вверх по течению, поэтому мы вот идем и облавливаем, получается, правый берег реки Мокша. Произошла у меня первая поклевка, уже неплохо. Продолжаем рыбачить дальше. У Дмитрия произошла поклевка. Щучки. Вот, сейчас к нему подойдем. Случилась оказия, я заметил, что у меня спускает один из баллонов на лодке. Хорошо, что есть качок, я подкачиваю периодически. Ага, рыба заподсачена. Сейчас мы подойдем к Диме и сделаем фотографию. В принципе, у меня-то рыбалка только началась, а у Димы уже продолжается. Только я хотел перейти на другой берег, чтобы друг другу не мешать. Но, коль такое дело, подойдем, сделаем пару фотографий. Наш план дает результаты. Облавливаем прибрежную зону. Так, ну что там у вас? Рыбалка продолжается, такая вот. Ага. Трояночка. Наверное, около 80 грамм. Вот такой достаточно зелененький хвостик у нее. Открой. Добра. Господи, у вас такая вот. Вот такой щурок. Ну ладно, отключаюсь. Сейчас сделаем пару фотографий и будем продолжать рыбачить дальше. Да, с лодкой, конечно, печально. Вышло, лодка спускает. Ввиду небрежного обращения, по всей видимости. Спешки при сборах. Где-то повредил, но найдем, заклеим, ничего страшного. Посмотрим, завтра приедем сюда, возьму большую лодку, поднимемся, там где-то вверх по течению, Дмитрий говорит, есть хорошая яма, попробуем поджиговать.
Ой-ой. Так, чуть отойдем от берега. Лодочка стоит, местные дома здесь такие, ну, видимо, дача, по всей видимости. Или что это, мостик, наверное, не лодка. Наверное, какой-то понтонный мост, что ли, маленький. Так, нас перестало тащить, мы стоим на одном месте. Так, ну ладно, сейчас на веслах маленечко вперед пройдем. Да, здесь прям такой спуск под лодку. Мостик, он спуск под лодку. Спускают, видимо, здесь катера. Текс. Опа. Да, молодцы, красотища. Оборудовали спуск такой здесь. Опа. Сдулась лодка опять. Качаем. Рыбалка будет трудовая.
Ого-го-го. Авария. Так, ну... Так, у Дмитрия произошла еще одна поклевка, еще одного щурка, грамм на 300 он поймал. А я продолжаю, как это помягче сказать, обаться с лодкой. Периодически подкачиваю. Продолжаем подниматься от моста вверх по течению. Обратно будем сплавляться, а потом поджигуем под мостом. Заглубляется на 4 метра? Так, ребята, причалил к берегу. Лодка спускает. Фу, решил вот подкачать на берегу сейчас. Этот баллон просаживается, там, ну, с дыркой спускает. И в этом давление тоже падает. Блин, у меня сиденье вылетает, я проваливаюсь. Это просто жесть. Поклевок больше нет пока. Ну и мне не удается даже порыбачить, потому что периодически приходится качать лодку. Течение довольно-таки сильное, поэтому рыбалка очень трудовая. Так, ну что, дорогие друзья, поднялись вверх по течению. Мель, глубина 1 метр, сильное течение. Очень тяжело подниматься, и поэтому мы решили спускаться вниз под мост. Ну так, чисто разведка мест на веслах. Спускаемся вниз и облавливаем, наверное, вот правый берег, там поглубже, потому что здесь глубина метр. Даже, наверное, меньше. Так, ребят, и вот произошла поклевка. Наконец-то. Опаньки. И у меня клюнул щурок, ребята. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Фух. Ага, сам выплюнул. Отлично. Что, вот такой щурок. Давайте взвесим. Давно не взвешивали мы с вами. Так, ну что-то опять пошло не так. Так, ну-ка, работают, нет? Ага, работают. Так, ну, 690 грамм, почти 700 грамм щурок. Неплохо, ребята. Вот такой вот. Так, до Димы дойти сфотографироваться. Давайте не буду пока отпускать. Сейчас до Димы дойду, сфотографируюсь и отпущу. Да. Воблер фирмы Айко. Небольшой выстрелил. Глубина не особо большая, и решил поменьше поставить воблер, и он принес результат. С берега сейчас только что здесь прошел спиннингист, но спросили, у него ничего не клевал, он на вертушку ловил. Время уже 12 часов. Часы показывают, что рыба активна.
Ну, поклевки есть, поимки есть. Будем считать, что часы не врут. Конечно, плохо без эхолота. Прозрак на воде не особо хороший. И сейчас вот визуально трудно определить, какая подо мной глубина, но я думаю, 2 метра, наверное. Сегодня покров. Вроде как бы должен быть снег. Но снега нет. На улице 6 градусов. Холодный ветер. От нуля ушли, и уже хорошо. Хоть не так обидно. Нос у лодки опять спустил. Сейчас, я думаю, минут через 10-15 нужно будет снова качать. Да, уже жестко, вон уже как сдулось. Ага, ну вот видно дно. Подо мной где-то метр с небольшим. Ищем. Так, ладно, сейчас отключусь, накачаю лодку и попробуем воблер поставить чуть-чуть покрупней. Отключаемся. Так, подкачал лодку, поменял воблер, чуть побольше поставил. Да, течение сильное. Идем сплавом до моста.
Дима уже облавливает впереди меня эти места. Я иду за ним. Так что мне что достанется. Никак не могу Диму догнать. Он уже под мостом. Ветер в лицо. Лодку вниз по течению что-то уже не особо несет. Больше стоишь на месте, чем сплавляешься. Поклевок больше нет. Сейчас, наверное, тоже встану на весла и под мост там немного порыбачим. Наверное, будем собираться домой. Готовиться к завтрашней рыбалке. Завтра посмотрим, возьмем лодку с мотором. Эту нужно ремонтировать. И порыбачим завтра. Так, ну что, отключаюсь, стою на весла и иду под мост. Так, ну что, добрался я до Димы, сфотографировались. Отпускаем щука, как и обещал. Так, вот с этой стороны, наверное, попробуем. Его хоть дай ему прийти в себя. Нормально? Я думаю, что отойдет. Ага, все, ушел. Ух, ну сейчас поджигу ему здесь под мостом, наверное. А, попьем чай, черт побери. Позавтракаем, а то мы еще не завтракали. И потом еще немного порыбачим. Ну все, пьем чай. Так, и у нас на завтрак или обед, не знаю чего, пироги темниковские с конфитюром. И чай вместе. Противоборство идет. Течение туда, ветер туда. А у меня с картошкой, что ли? Просил сладкий, а мне дали с картошкой с какой-то. Вот те раз. Обманули. Подонки. Человечачий. Так, и пошли деликатесы. Оп. Оп. Да. Изморозь какая-то идет. 4 градуса. Время 12:37. Ну ладно. Спонтанная рыбалка редко бывает продуктивной. Но, тем не менее, рыбу мы поймали. И рыбалка не совсем еще подошла к концу. Попробуем. Сейчас здесь поджигуем. Может быть, окушок или еще какая-нибудь живность откликнется. Ну ладно, приятного аппетита, Диман. Взаимно. Так, ну что, ребята, надоело мне качать лодку. Вытащил ее на берег. Дима еще на воде. А я решил покидать с берега. Потому что уже больше нету сил бороться с лодкой. Поэтому покидаем так. Дима поймал еще одного окушка под мостом, маленького, с палец. И больше серьезного ничего нет.
Так, ну ладно, что, походим. Так, ну вот. Результат пешей рыбалки. Вот такой щурок, ребятки. Неплохо. Если уж с лодкой не получилось, то, пожалуйста, без лодки. Как бы тебя взять? Опа, опаньки. Опять поставил воблер вот этот Айка Valor Minnow 75S. Я уже все отнес в машину, все инструменты. Как его тут вытащить сейчас? Понятия не имею. Так, ну что? Нужно, наверное, идти к машине. Да, заодно и взвесим. Какой-то ручей. Опа, ничего себе, провалился. Ну что, я думаю, где-то под килограммчик. Наверное. Да, нормальный щурок. Так, вот лодка. Баллон уже сдулся. Черт подери. Так, ну ладно, сейчас достану от цеплялки и отцепим. Так, освободил щучку. «805 грамм». Так. Пошлите скорее отпускать его. Хопаньки. Давай. Все, пошел. Убежал. Отлично. Ух. Ну что, попробуем еще покидать. Сейчас закрою опять все. Так, щурок сейчас только что прям возле меня уже маленький щурок атаковал воблер, но промахнулся. Эхе. Такой грамм на 200, наверное.
хочет. Так, а это что у нас такое, ребята? Вот оно что. Вот оно что, ребята. Лодка. Все вот с берега клюет. Все. Убежал. Вот такой же щурок сейчас выходил, но не схватил. Так. Ну ладно, попробуем подальше пройти. 2 раза сам цепанул и все. Нет, я вот на 800 грамм поймал. И сейчас маленького, вот грамм на 200, наверное. По бережку лучше, да? Ну да, да я в лодку у меня что-то спускает. Я он бросил, качал, бросил. Я пойду туда дальше. Попробуем. Да, тут без забродников делать нечего, да? Ой-ой. Ого. Местные ребята ловят на колебалке, но пока безуспешно. Так, ребята, произошла еще одна поклевочка. Опаньки. Вымутил еще. Кидал, ни хрена. И какая-то, блин, он, смотри, с больным хвостом, с каким-то. Кто-то. Что тут нам попадается? Рыба здесь часто очень поврежденная. Тихо, сейчас отпущу. Где он? О. Вот такой щурок. Ну у него следы от зубов, ребята. Значит, его большая рыбка какая-то. Здесь все-таки жрет. Да. Такого щурка кто-то, значит, кусал здесь. Значит, есть мамки.
спина уже устала что-то. Значит так, нашел я проблему. Проблема вот здесь. Дырочка. Возможно, воблером зацепил. Ну все, будем лечить. Ну что, ребята, вот и подошла к концу наша рыбалка. Дима поймал судачка небольшого, окушка и 4 карандашей. Были еще поклевки, Диман? Да. Был сход судачка и 2 схода щучки. Не просек. Вот так вот. А то, что поймал я, вы видели, ребята, на камеру. Ну что можно сказать? Рыбалка выдалась трудовой. Было очень тяжело рыбачить на пробитой лодке. Мучился. Рыбалка с лодки была неэффективной. Опешился. И уже с берега рыбалка была более продуктивной. В целом, ну, неплохо. Попробуем завтра выбраться сюда с мотором и уже порыбачить как следует. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, друзья!